к нам обращаются священнослужители и просят еду халяль, просят место, где можно намаз почитать. И мы, в общем-то, не имеем права вообще клиенту отказать. Вот. Пока у нас нет халяль-еды, но мы над этим работаем. Я думаю, что в ближайшем будущем это будет. По поводу комнаты для намаза мы выделим в ближайшее время, оборудуем ее так, как нужно по всем канонам, чтобы это можно было сделать. Будет ли это для детей или для взрослых, это, я так понимаю, что и не очень важно, вот, но эту комнату мы обязательно сделаем. Знаете, дети должны узнать жизнь, да? Понятно, что мы не показываем сюжеты, хроники, да? Но в игровой форме дети должны понимать, как правильно себя вести с незнакомцем. Нужно ли бояться, либо нужно собраться и как-то правильно, да, кому-то обратиться за помощью или что-то, и еще какие-то действия предпринять. Дети должны понимать с особенностями своей детской психики, как живет этот мир. И, в общем-то, они это и понимают. То есть не больше и не меньше. Именно так, как полагается знать это ребенку. Но когда дети задают вопрос о профессии полицейского, допустим, да, или криминалиста, или следователя, это в игре все появляются, вот эти знания. Ведь посмотрите, чем пестрят сейчас наше телевидение, да, это же без комментариев. И дети это видят. Вот в детском городе Kids Space дети это видят так, как должен это видеть ребенок. И когда ребенок спрашивает у наставника, а что бы было, если бы не было полицейских? И наставник ему отвечает, это реальная ситуация. А давайте придумаем, какой бы был мир, если бы не было полицейских. И дети в умозаключениях своих рисуют этот мир. Кто-то рисует, кто-то описывает, кто-то поделку сделает. И в итоге приходит сам ребенок к выводу о том, что без этой профессии невозможно. Название Kids Space это в переводе означает детское пространство, космос в ребенке, детская походка, как угодно можно перевести. И мы делали тесты, то есть мы именно детей попросили оценить, какое название им больше по сердцу. И оказалось, что Kids Space именно по сердцу. Мы для себя сделали вывод такой, что все-таки хочешь не хочешь, а наши дети, они современные. И вот эти вот иностранные слова, они в любом случае в нашей жизни. А то, что здесь внутри, да, это все абсолютно наше. Наши компании с нами дружат, наши даже казанские, татарстанские, наши дети. Но когда сюда приходят дети-иностранцы, они настолько вливаются в нашу среду, что дети оказывается, везде дети.